Состоялась ежегодная встреча главы региона с курсантами и выпускниками военных вузов. Все проходило в свободном формате. Чаепитие, развлекательная программа, ну и награждение. Грамоты вручили тем, кто смог отличиться в учебе. Материал Юсупа Гелисханова. Звезда ингушской эстрады Айна Гитагазова своим выступлением придает праздничную атмосферу этому вечеру, который посвящен успешному окончанию учебы ингушских курсантов высших военных учебных заведений страны. На встрече с главой Ингушетии присутствует порядка 60 выпускников военных вузов, которые выбрали эту профессию с целью защитить Родину. Каждый из них получил не только навыки военного дела, но и звание лейтенанта. К примеру, Магомед Боков, окончивший в этом году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова. То самое, в котором учился и глава республики Юнусбек Евкуров. Я хотел бы от себя и от личного состава офицеров десантного училища поздравить всех выпускников, лейтенантов с выпуском и пожелать им удачи в карьере и во всех начинаниях. Родину нужно любить и защищать. Эти слова для военных не чужды. У Ингушетии во все времена были герои, защищавшие интересы государства. Достойно представляя ингушский народ, около 300 курсантов из нашей республики учатся в ведущих военных учебных заведениях страны. Демонстрируя честь и достоинство, отличные показатели в учебе, высокий уровень физической подготовки, вы в первую очередь показываете лицо своего народа, лицо Ингушетии, отметил глава региона. Мы сегодня очередной раз традиционно встречаемся, и каждый год такие встречи у нас проходят, для того, чтобы мотивировать тех ребят, которые не выбрали себе профессию, тех ребят, которые колеблются в выборе профессии, для того, чтобы популяризировать военную форму, военную выправку и военную службу. Все вы, поступая в военное училище, поступали под различными предлогами. То ли форма понравилась, то ли захотели быть, сейчас у нас модно, глава республики обязательно должен быть генералом. Да? Ну, может, это тоже дома подсказали. Вот будешь офицером с генералом, станешь главой республики. Как только вы одели погоны, вы должны отбросить все вот эти различные причины, доводы. И во главе угла должно стоять, что вы военный, независимо, в каких структурах вы бы не служили. Вы человек в погоне. Значит, вы защитник нашего Отечества, нашей великой Родины. Такие встречи глава Ингушетии проводит ежегодно. И как человек, знающий все тонкости военного дела, Юнусбек Евкуров дает молодым офицерам напутственные слова. Здесь же прошло еще одно не менее важное событие. Труд военных был оценен по достоинству. Помимо поздравлений лучших из лучших, глава республики поощрил грамотами. За многолетнюю безупречную службу и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи наградить почетной грамотой Республики Ингушетия генерал-майора Дзейтова Руслана Мусаевича, выпускника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. За одним столом с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым сидит генерал-майор Руслан Дзейтов. Он возглавляет 39-ю краснознаменную отдельную мотострелковую бригаду Восточного военного округа. Недавно с отличием окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Упорный труд в любой сфере деятельности, исключение факторов случайности в избранной профессии, отношение к выполнению своих служебных обязанностей с полной отдачей. Вот секрет успеха, по мнению генерал-майора. Я хочу пожелать вам всем, в первую очередь, это терпение. Не забывать никогда, откуда вы пришли, откуда поступили. Помнить всегда, что по вам, по вашим действиям, по вашей службе и как вы себя вообще будете вести, будут оценивать не только вас, как офицера или должностное лицо, а будет делаться вывод по всей нашей нации. На встрече также присутствовал и выпускник общевойсковой академии имени Фрунзе, подполковник, начальник разведки 42-й дивизии Адам Албаков. У нас есть на кого равняться. Сыны Ингушетии славятся своими бесстрашными подвигами. И молодежь должна брать пример именно с таких людей, считает подполковник. Мне бы хотелось бы, чтобы в будущем о нас говорили так же, как и о нашем главе республики, потому что
Приведу простой пример. Я сидел в обществе таких известных полковников, героев России, и когда позвонил глава республики, хотя мы находились очень далеко вообще от Ингушетии, от России, но эти офицеры встали и только стоя разговаривали с Узбеком Адыгеевичем. Для меня это произвело впечатление. Пожалуй, гордостью нашего народа можно назвать и Мусу Муталиева. Молодой человек с отличием окончил Санкт-Петербургское Суворовское училище. А в этом году и военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Один из самых престижных вузов России. Еще такие встречи проходят в Москве на День первокурсника, где глава республики награждает курсантов, которые обучаются на отлично, там, дарит им подарки различные. Это очень агитирует молодежь нынешнюю поступать в военное заведение. В дальнейшем хочу стать генералом, последовать примеру главы Республики Ингушетия. Всегда готовые отстаивать честь не только малой родины, но и всей страны. Именно такими качествами обладает каждый из этих ребят. В доме торжеств города Амагас собрались лучшие из лучших – курсанты и выпускники высших военных учебных заведений. Но большинство из них, конечно, выпускники. Отучившись ровно 5 лет в престижных военных вузах, они представляют собой настоящих патриотов, профессионалов своего дела. Хочу поздравить всех курсантов, закончивших высшие военные академии, институты, получили воинское звание лейтенанта. Хочу пожелать счастья, здоровья, удачи и, как говорится, военной удачи. Дальнейшие планы служить. Я попал по распределению в Московскую область. Там уже будем работать. Я на эту встречу уже 4-й раз, уже получается 4-й год. Каждый год нас собирает глава республики. После поступления меня направили в Дальний Восток, город Уссурийск. Там я уже познакомился с ребятами, которые там служат. Хорошие ребята, у нас там есть ингуши наши. Со мной выпустилось 5 ингушей, также там на 3-м курсе, на 4-м курсе данные обучаются наши земляки, показывают себя с очень хорошей стороны в плане учебы, в плане физической подготовки, в плане службы. Хотелось бы поблагодарить нашего главу республики Узбека Адыгеевича. Во-первых, это мероприятие сплачивает наш коллектив, наших ребят, друг друга узнают все больше на каждом мероприятии. «Святая Ингушетия моя» – это патриотичная песня в исполнении солистов культурно-технического центра города Амагас завершила встречу главы Ингушетии с курсантами и выпускниками военных вузов. А кульминацией стало памятное фото. Юсуп Гелисханов, Ахмед Горбаков, Новости 24.